смущает больше всего то, что я не нашла концов. Гульфия Валиуллина, как обычно, отправилась на тренировку в фитнес-клуб. Добралась без проблем, транспортная карта считалась. На обратном пути списать плату за проезд не получилось. Карта оказалась заблокированной. При том, что QR-код у пенсионерки есть. Прививку от коронавируса она сделала еще летом. Я ехала на 45-м со Слободы, я вышла в МФЦ на Колгали. Думаю, спрошу у них, куда мне обратиться. Там сказали, что это не их, так сказать, вопрос, что нужно ехать в соцзащиту. Я поехала в соцзащиту по Ямашево. Из соцзащиты женщину направили в Горздрав, а оттуда в компанию «Транспортная карта» на Некрасова. Там ей ответили, Минздрав не передал данные о ее прививке. До Министерства здравоохранения Гульфия Валиуллина добралась уже во второй половине дня. При ней сотрудники позвонили в 7-ю больницу, где она прививалась, и услышали в ответ: данные переданы и уже давно. Уже было где-то полшестого. Я говорю, ну куда мне? Я говорю, вот мы не знаем. Но потом, в конце концов, они сказали, что вот что-то там с компьютером может быть порчено. Вот, мол, ждите дня два, ждите, когда будет какой-то результат. В подобной ситуации вчера оказались тысячи жителей республики. Алло, здравствуйте, транспортная карта. В понедельник телефон техподдержки транспортной карты разрывался от звонков. Во все филиалы поступило около 10 тысяч обращений. Сегодня говорят так же. Данные Минздрав пока не выгрузил. Ждем, в течение суток должны обновиться. Тысячи обращений по WhatsApp. Люди жалуются, что QR-коды есть, а карты не работают у человека. Только в Казани на сегодня заблокировано 21 тысяча льготных транспортных карт. Почти столько же в Челнах. В Нижнекамске 16,5 тысяч. Делают это две частные организации. Транспортная карта по Казани и социальная карта по республике. Как выяснилось, в списке, кого блокировать, приходят сюда из Минздрава Татарстана. 261 тысяча карт, она была выгружена. И нам обратным файлом предоставляются те карты, которые разблокированы. То есть на каком основании разблокируют? Медотвод, переболели там в течение последних полугода, либо прививка сделана. Какая прививка сделана? Мы этой информацией не владеем. Нам говорят, у человека есть право проезда. Мы сами в ручном режиме эту карту не можем восстановить. Владельцам заблокированных карт сегодня советовали звонить на горячую линию Минздрава. Номер вы видите на экране. Но сами сотрудники техподдержки транспортной карты сегодня не дозвонились. В течение сегодняшнего дня лично я раз 15 пыталась дозвониться на горячую линию Минздрава и попробую это сделать прямо сейчас. Но, увы, ничего не получается. Номер все время занят. Накануне разблокировали около 5000 карт. Сегодня утром данные пришли еще на 150 человек. В Минздраве Татарстана ситуацию объясняют следующим образом. Оператор автоматизированной системы оплаты передает в Минздрав данные для их сверки по 3 базам данных. В связи с этим возможны технические проблемы, связанные с расхождениями в написании персональных данных граждан, требующих дополнительной проработки. Разблокировка льготных транспортных карт осуществляется в течение 24 часов с момента поступления в базу данных оператора. Как выяснилось, среди обладателей QR-кодов, чью транспортную карту заблокировали, немало и тех, кто прививку делал за пределами республики. Их данные в наш Минздрав не поступили. Новая система работает всего 2 дня. Для полной отладки нужно время и межведомственное взаимодействие. Юлия Гоголева, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.